Этим ребятам от 12 до 18 лет, но их уже называют своими коллегами именитые ученые. Не первый год юные инноваторы демонстрируют свои знания на общероссийских и международных конференциях. Сегодня ребята принимают участие в конкурсе «Шаг в будущее Осетии». Здесь начинающие ученые представили свои разработки в области инновационных технологий. Это очень важно, когда у наших детей есть такие наставники, как вы, и вы помогаете проявить свое творчество, вы помогаете детям делать первые шаги в науку, которые будут потом основой для будущего развития ребенка, образовательного учреждения и в целом нашего государства. Вместе со своими преподавателями юные физики и химики начинают работу над современными проектами. В здании ГМИ собралось около 100 участников из республиканских школ. Задача ее снимать в труднодоступных для человека местах, то есть где ему будет опасно для здоровья, либо это будет сложно физически попасть в это место. Так как я думаю, данная модель может понадобиться представителям таких профессий, как МЧС, археологи, спецслужбы, военные структуры и так далее. В принципе, модель рабочая. Этот конкурс – бонус для будущего студента и ученого. Он дает льготы при поступлении в крупные вузы страны. Многие конкурсанты становятся студентами Московского университета имени Баумана. Это учебное заведение, кстати, и выступило организатором конкурса. Но шаг в будущее делают не только технологи. Самые различные секции включают в себя также дизайн и биохимию. По инженерным специальностям и по смежным к инженерным специальностям технические устройства, технологии, техническое моделирование. Но, несмотря на это, еще важна для нас экономика. И также секция дизайна нам интересна с точки зрения, опять-таки, технологий. У нас нет гуманитарных направлений, хотя на всероссийском уровне эти направления тоже присутствуют. Имена 11 победителей из 100 участников будут известны уже 1 декабря. Из них только 5 школьников из Северной Осетии примут участие во всероссийском этапе конкурса «Шаг в будущее». Наталья Алексеева, Фатима Макиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ.